Друзья, я вас всех приветствую, ассалям алейкум, меня зовут Артем, и в этом выпуске я расскажу, кто такие дзурдзуки и где они жили, опираясь на официальные исторические источники. Поэтому, если вам интересно, тогда прямо сейчас с вас подписка, лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие выпуски. И если вдруг вам что будет добавить, либо у вас есть своя точка зрения, тогда напишите мне здесь внизу под этим видео в комментариях. Я с радостью прочитаю. Ну а прямо сейчас никуда не уходите и досмотрите это видео до конца, чтобы все правильно понять. Дзурдзуки – это средневековое племенное образование вайнахов на территории современных Горной Ингушетии и Западной Чечни. Когда-то эти земли носили название Дзурдзукети или Дзурдзукия. По мнению большинства историков, этноним Дзурдзук следует отождествлять с предками нынешних ингушей, чеченцев и бацбийцев. Чеченцы считают, что дзурдзуки в грузинских источниках упоминаются как воины, поэтому первая часть этого слова сопоставляется с чеченским словом «сур» – «войско», а вторая с «дзук» – «хребет», то есть «войско хребта». Ингуши считают, название дзурдзук или дурдзук по одной из версий является искаженное произношение грузинами ингушского предания о Дардза Кюнигиш – сыновья в юге. Также существует версия, говорящая о том, что Дзурдзук был историческим лицом, пришедшим в Джиравское ущелье через Грузию из страны в средневековье, именуемой Шаме, Сирия с арабского языка. Однако самые ранние упоминания о нем датируются в VI-V веках до нашей эры, в период, когда данную территорию населяло племя урартов. Давайте вместе со мной все-таки попытаемся выяснить, так кто такие дзурдзуки, и обратимся сначала к Википедии. В материале из Википедии написано, что дзурдзуки или дурдзуки – это средневековый этноним, употреблявшийся преимущественно в грузинских и арабских источниках IX-XVIII веков. Одни исследователи локализуют дзурдзуков в Горной Ингушетии и отождествляют с ингушами. Другие же считают, что в период средневековья южно-кавказским народом населения Чечни известно под именем дурдзуков или дзурдзуков, а население Ингушетии под именами Глигви или Гилигии. Другие же исследователи отождествляют их в общем с предками как ингушей, так и чеченцев. Грузинский историк Гамри Кели утверждает, что дурдзук определенно и при всех его упоминаниях единообразно локализуется между Дидуэт-Дагестаном на востоке и ущельем реки Терека на западе. Давайте с вами обратимся к двум картам, которые представлены здесь в Википедии. Первая карта Кавказа 1676 года, где Дзурдзукия на французском отмечена как Цури. Вот здесь, по мнению французов, находилась Дзурдзукия. На второй карте, которую составил Вахушти Багратиони в 1745 году, Дзурдзукия указана зеленым цветом. Вот это все. Вот здесь находились кисты, и вот здесь вот написано Цури. А теперь будет справедливо обратиться к официальным кавказоведам и ученым. Что они пишут про дзурдзуков? В официальном источнике кавказоведа Натальи Георгиевны Волковой «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа» я очень многое узнал про дзурдзуков. К примеру, на странице номер 136 Наталья Георгиевна пишет, что значительно чаще, чем самоназвание чеченцев в письменных источниках прошлого, известны различные этнонимы собирательного характера, иногда обозначавшие в целом чеченцев и ингушей. Таковы дурзуки или дурдзуки грузинских летописей, термин, хронологически предшествующий этнониму кисты, кистины. Самое раннее упоминание имени дурдзуки относится к первой половине IX века. Оно содержится в сочинении арабского писателя Ибн ал-Факиха, который сообщает о строительстве Хосроом Ануширваном VI век. В Дурдзукии 12 ворот и каменных укреплений. Далее в своей работе Наталья Георгиевна пишет, что этот термин не исчезает в грузинской историографии 18 столетия, хотя неизвестен по доступным мне материалам в источниках
15-17 веков. Вахушти называет Дурдзукетии в числе других областей, связываемых им с территорией современной Ингушетии: Кистети, Джарехии, Григвети. Выше Кистети, пишет он, находится Дзурдзукия с постройками, селениями и башнями. Если Кистетия помещалась им в среднем течении реки Армхи, то Дзурдзукия, находившаяся по сведениям того же автора выше, то есть южнее Кистетии, могла занимать верховье той же Армхи, а также ущелье Охкарохи, правого притока Терека, находящегося еще южнее Армхи. Таким образом, в грузинской литературе XVIII века этническое содержание имени Дурзуки, Дзурдзуки, по сравнению с источниками XI века несколько изменилось. Если в XI веке дурдзуками именовали вайнахов в целом, то в XVIII столетии этим именем называли лишь часть народа, а именно его западные группы. Имя Дурзук встречается в официальных документах первой половины XVIII века. Среди них несколько документов, связанных с деятельностью в России грузинского царя Вахтанга VI, в которых народ Дзурдзуки назван в списке кавказских народов наряду с Глигви, Кисти, Дидо, Хевсурами и другими, то есть народами, реально существовавшими в ту эпоху. Более интересным представляется употребление имени Дурдзук, Дзурдзук, в официальном документе 1807 года, текст которого опубликован как Абадзе. В русских источниках этноним Дурдзук не встречается. В одной из своих работ кавказовед Крупнов Евгений Игнатьевич писал, что сведения о дзурдзуках имеются и в летописи похода знаменитого полководца царицы Тамары Ивана Мхаргардзели, Долгорукий или Долгоплечий, предпринятого для подавления крупного восстания пховцев, пшавов и хевсур, и дидойцев, вспыхнувшего в 1212 году. По словам грузинского историка Ивана Мхаргардзели, поднялся на гору Кады, перешел гребень и переступил далее на гору пхойцев и дидоев, чего никто не совершал ни раньше, ни впоследствии. С одной стороны у него оказались дзурдзуки, а с другой дидои и пховцы. В горной части республики Ингушетия есть Джейрасский район. Так вот, по сведению некоторых грузинских источников, ингуши Джейрасского района назывались дзурдзуками, в тот момент как все остальные именовались по-другому – Глигвы, Кисты и так далее. Поэтому можно предположить, что дзурдзуки относились именно к джейраховской ветке ингушей. Кстати, это предположительно подтверждают и арабские сведения. С древних времен грузины называют эту джейраховскую ветвь ингушей дзурдзуками. Может быть, отсюда и происходит арабское наименование Дурзуки или Баб-Дурдзуки, что в переводе означает «врата дурзуков» или «врата джейраховцев». В дальнейшем это название Дурзуки или по-другому Бабсур для Асинского ущелья арабы могли слышать от купцов, которые шли со своими караванами и их различными товарами на север, как раз таки по этому ущелью мимо Джейраха. Друзья, я в этой жизни в совпадение не верю, потому что случайности не случайны. И я достаточно часто бываю в гостях у ингушей в республике Ингушетия, заглядываю в гости к их братьям-чеченцам и совсем недавно побывал в Грузии, в селе Зему-Алвани у бацбийцев. И так получилось, что дзурдзуки, оказывается, являются предками трех этих братских навских народов. Совпадение? Нет, не думаю. Поэтому, если вы хотите продолжение и вам понравился этот выпуск, тогда с вас лайк. Подписка, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать у меня ничего нового. И если вы хотите поддержать мой канал в развитии, то вся информация внизу в описании под этим влогом. Ну и я с вами не прощаюсь, меня зовут Артем, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой инстаграм. Увидимся с вами в следующем выпуске. Кавказ – сила. Берегите себя.